Одной из проблем ряда представителей нынешней власти, в том числе бывших членов ТКГ, было то, что они не называли вещи своими именами. То есть проблема терминологии. Некоторые говорят, то типа все равно какая разница, как ты там формулируешь и называешь. На самом деле русская пропаганда как бы зеркалом показывает нам, насколько важны слова, да, как они в них играют. Слова крайне важны. Это просто все, с чего начинается, да. Вот. И ты как человек вообще, который работает со словом просто профессионально каждый день, да. Вот пример такой. Тут Алексей Резников, он, кстати, причастен к этому назначению наверняка. Да, думаю, его лучше спросить. Ну, хорошо, спросим мы его, но в этом нет сомнений, потому что он как бы курирует это на все направление, да, на нашей власти. Он сделал сегодня важное заявление, что нельзя употреблять словосочетание «аннексия Крыма». Да, оккупация. Временная оккупация. Это причем подчеркивает, что временная. Ну, или оккупация, или временная оккупация. Временная да? оккупация. Вот объясни, в чем терминологическая разница для всех. Вот даже журналисты смотрят нас, да, и будут смотреть. Вот, уважаемые коллеги, это игры в слова заканчиваются тем, что русская пропаганда потом на всех уровнях, во всех европейских, ладно, что там у них они у себя говорят, да, начинают нас ловить на словах, перекручивать там и так далее, и так далее. Вот в чем разница? А я сейчас покажу, как надо делать гражданину, который волнуется, а тем более журналисту, волнуется за терминологию. Открываем словарь, дипломатически написано: насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Аннексия — это, грубо говоря, взгляд с российской стороны, с московской, с кремлевской. Добыча. Давай так. Да, Мы добыли, присоединили, а теперь такой статус-кво, и делайте с этим, что хотите. Но для нас, с нашей точки зрения, это не аннексия, это временная оккупация наших территорий Российской Федерации. И мы, когда мы подчеркиваем разницу, показываем, что как мы к этому относимся, наша позиция. У нас действуют представительские органы власти в Крыму, да, полный набор властей. И мы не собираемся признавать это ни на секунду, ни в виде терминологии, ни в виде де-факто, ни де-юре, ни в каком варианте. Тут еще какой момент, что дело в том, что семантическое пространство, то есть пространство символов и смыслов, которые за ним стоят, в Украине в значительной степени все еще находится под российским влиянием. Простейший пример, мой любимый. У нас Киевская железная дорога называется Юго-Западная. По отношению к кому она Юго-Западная? Точно, да. Или, например, более сложный пример. Устойчивый термин «левобережье» и «правобережье» кто ввел в дискурс украинский? Много, сотню лет назад, не меньше, даже больше. Это же российский дискурс. В их антипольском противостоянии антипольском. И от этого надо бежать. Я не могу гарантировать за бегство всего нашего культурного пространства, уж тем более государственного, но, по крайней мере, в той сфере, которую я на себя взял, как добровольную нагрузку, уж я постараюсь быть максимально точным. У меня никаких проблем нет с тем, чтобы назвать, что война на Донбассе — это война с Россией, что это международный вооруженный конфликт. Это не только моя формулировка, этому есть подтверждение постановления ПАРЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, постановление нашего Верховного Совета, Верховной Рады и так далее. Это многократно подчеркнуто. И, насколько я понял, участвуя в работе делегации, никто особо не стесняется так это называть. Другое дело, что есть цели и их достижения. Иногда, когда ты достигаешь этих целей, не надо в лицо превращаться в это самое, и в лицо своим дипломатическим визави при посредничестве ОБСЕ, международных представителей, кричать, что вы там агрессоры, предатели. Так не ведутся. Дипломатия — это искусство брать красивые литературные формулировки и вкладывать туда. Но ты же не будешь с ними соглашаться, если они будут говорить чушь. Мы их деликатно поправляем. Там. Это внутренне, ты имеешь в виду внутренне? Прямо во время диалога, да. Но публичная риторика будет абсолютно такая... Публичная риторика, вы можете не стесняться. Я буду называть вещи, вернее, не сомневаться, я буду называть вещи своими именами.